Новый посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустембеков посетил на прошлой неделе Министерство иностранных дел, сообщает Департамент информации МИД. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мукридин принял копию верительной грамоты вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской республики в Республике Таджикистан Рустембекова Жаныша Султанкуловича. Отмечается в сообщении. После церемонии вручения копии верительной грамоты состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Таджикистана с вновь назначенным послом Кыргызстана. На встрече было обсуждено состояние и перспективы двухстороннего сотрудничества в транспортной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Посол Таджикистана в Германии Сухиб Назар Гайратшо поздравил известного таджикского композитора Фируза Бахора с его 76-летием и выразил ему благодарность за существенный вклад в представление таджикского музыкального искусства в Европе. Мероприятие вступительным словом открыл посол Таджикистана в Германии Сухиб Назар Гайратшо и сделал доклад под названием «Процветание родного Таджикистана. Надежда всех соотечественников». В ходе встречи состоялся также обмен мнениями с таджикскими студентами. Посол Таджикистана призвал студентов освоить современные технологии этой развитой страны и внести лепту в развитие своей родины. Информационное агентство «Авеста». 4 звуковых выпуска в день. И все это для тебя. В вопросе развития таджикско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, обсужденный накануне 21 декабря в городе Душанбе, министр экономического развития и торговли Нигматулло Хикматулло встретился с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан господином Лю Бином. Как сообщает пресс-центр Минэкономразвития, Нигматулло Хикматулло поздравил китайского дипломата с назначением на эту ответственную должность и выразил надежду на развитие торговых и экономических отношений между двумя странами. В ходе встречи стороны обсудили социально-экономическое положение двух стран, развитие промышленности, привлечение инвестиций, а также развитие сельского хозяйства, транспорта и другие не менее важные вопросы. Более 3,5 миллионов тонн цемента произведено в Таджикистане в январе-ноябре этого года. Порядка 40% от указанного объема экспортировано в соседние государства. По данным профильных ведомств экономического блока страны, больше всего цемента экспортировано в соседний Узбекистан. Объем продажи цемента в эту страну с начала текущего года составил 738 тысяч. Показатель экспорта цемента в Афганистан составил 481 тысяча тонн. В Кыргызстан экспортировано 85 тысяч тонн цемента. По данным источников, выпуском цемента в Таджикистане занимается 13 предприятий, общая мощность которых составляет около 5 миллионов тонн в год. Только в ноябре этого года ими произведено более 315 400 тонн продукции. За 11 месяцев этого года этот показатель составил свыше 3 миллионов 564 тысяч тонн, что на 24% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Информацией сыт не будешь. Будешь информирован, если даже не сыт. Информационное агентство «Авеста». Олимпийская сборная Таджикистана до 23 лет под руководством 53-летнего узбекского специалиста Усмона Тошева сыграет на турнире 4 наций, который пройдет с 15 по 23 января в Дохе. Как сообщает официальный сайт ФФТ, в турнире 4 наций в Дохе примут участие олимпийские сборные Таджикистана, Катара, Ирана и Кувейта. Свой стартовый матч на турнире наши футболисты проведут 15 января против сверстников из Ирана. Во втором туре 18 января сборная Таджикистана сыграет с Катаром, а в заключительном туре 21 января наша сборная встретится с командой Кувейта. Все матчи турнира 4 наций пройдут на полях Академии Аспайр в Дохе.